Зажигательные номера, громкая музыка и веселые ведущие. Фестиваль вишни собрал в пятничный вечер любителей, пожалуй, самой популярной ягоды в нашем городе. Организаторами яркого и необычного мероприятия выступили сотрудники парка культуры и отдыха. Такого наш город еще не знал. А новизна – это один из принципов, на который ориентируется молодой коллектив учреждения. С начала лета парк то и дело становится местом проведения интересных и необычных конкурсов и концертов. Фестиваль вишни – очередной из них. Сегодня запланирован грандиозный такой концерт. Будет очень много исполнителей, артистов. И в то же время будет конкурсная программа. Это селфи на фоне вишни, связано все, что с вишней. Второй конкурс – это у нас дефиле, тоже костюм. Мы приглашали людей, которые могут сделать костюм себе на тему вишни. И третий конкурс – это у нас кулинарный конкурс, где может любой десерт, любой компот даже можно принести, поэтому пирогов куча и пирожков можно наготовить, поэтому будет очень интересно и, я думаю, вкусно. Праздник нес в себе не только развлекательный, но и познавательный характер. Организаторы праздника рассказывали о том, как старшее поколение нашего города в 70-е и 80-е годы собирались и летом с ведрами и бетонами выезжали на сбор вишни в Челябинскую область, а также о том, чем полезна вишня и как ее можно применять. Прошедшим мероприятием зрители остались довольны. Ой, вообще так здорово, вообще так классно. Вообще, я первый раз на таком празднике. Вообще, мне очень нравится, очень ярко, красочно. И вообще, такие песни поют. Прям хочу в пляс спуститься. Праздник очень веселый, интересный. Наконец-то мы отдохнули от садов, душой, телом. Так и хочется веселиться, быть в хорошем настроении, с улыбкой. Детки нас своими танцами радуют. Такие они миленькие, прекрасные. Добавляю. Замечательный праздник. Вообще, первый раз я здесь, и мне нравится. Удавшийся столь необычный праздник для нашего города теперь планируется проводить каждый год. Антон Шерстнев, Александра Половнева, Алик Кадыров, Гульгина Раскиддина, телекомпания СТВ.